Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Да, здравствуйте. Ну и сразу хочу спросить у Иры. Ира, запаслась ли ты продуктами? Поддалась ли ты этому ажиотажу? Нет, ну, конечно, не мешками. Небольшой запас у меня всегда есть на 1-2 недели. Был, конечно, соблазн, когда я услышала, что там где-то сахара нет, где-то там что-то. Но потом все-таки я же по роду деятельности слежу, и специалисты не советуют, говорят, что все будет. Да, мне тоже приходится следить, но можно сказать, что мы все пережили первую волну повышения цен и продуктового ажиотажа. Это была проверка на прочность для всех нас. В первую очередь для представителей бизнеса, реализующих продовольственные товары. Ну и вот с какими трудностями они столкнулись, удастся ли общими усилиями сдержать цены на социально значимые продукты и насытить рынок. Об этом мы и поговорим в нашем сегодняшнем выпуске. Каждый из наших гостей имеет непосредственное отношение к предстоящему разговору, поэтому надеемся в конце программы с их помощью обозначить основные направления, что же делать дальше, как всем нам жить. Приветствую наших гостей. Помните начало пандемии? Тогда почему-то все сметали с полок туалетную бумагу и гречку. Почему именно туалетную бумагу и именно гречку, а не рис, объяснить никто не может до сих пор. А сейчас символом санкционного времени стал сахар. Почему сейчас образовался ажиотажный спрос на сахар? С чем это связано? Я хочу спросить, у вас достаточно ли сахара и других продуктов? Все-таки мы все прекрасно понимаем, что сахар – это биржевой товар. Если это биржевой товар, это привязка к доллару. Правильно? Произошли определенные действия, следовательно, доллар у нас поднялся, сахар, биржевой товар, приостановился. Приостановились наши производители заводы. 70 заводов у нас на всю Российскую Федерацию. Вполне достаточно для того, чтобы нас, жителей Российской Федерации, обеспечить сахаром. Вполне достаточно. Мало того, что мы являлись крупными экспортерами еще этого сахара извне. И обеспечивали многие страны Европы и вывозили в Китай и далее. Поэтому волноваться о том, что сахара не будет, нет. По поводу цены, почему он еще мог подскочить и почему он подскочил. Вы знаете, что одномоментно 28 февраля поднялась ключевая ставка. Все наши предприниматели работают не на бюджетные деньги, а строго на свои. Строго на кредитные оборотные средства. Поднялась ключевая ставка, следовательно, те проценты, которые они ранее платили в месяц, крупные оптовики, они все-таки закупают, извините, не килограмм, не мешок и не контейнер, они закупают вагонами. И сразу цена этих процентов поднялась с 2,5 миллиона до 6,8. Ну, тогда на разницу невозможно было бы взять и вагон, следующий вагон этого сахара. Это первая причина. Вторая причина, или даже можно сказать уже третья причина, это мы сами, покупатели. Если мы полностью завезли товары в республику, зная, что у нас скоро начнется переправа и навигация, и нам всегда этого сахара хватало до того, как остановится река, и пойдут конкретно паромы, то в следующий момент, когда вот человек приходит и вместо килограмма-двух он берет мешок, ну как вы считаете, не будет дефицита? Конечно, он будет. Конечно. А один взял, ну, как сказать, способность покупательскую 50 человек. Полки смели. И получается, что один другому передает, я зашел в эту базу, а там уже нет сахара. А откуда он возьмется, если брали 5 килограммов, а взяли 50? То есть мы сами собственноручно подогреваем инфляцию и подогреваем мы дефицит. Я вот могу сказать только таким образом. И правильно сказала Ольга Альбертовна, ну давайте не будем создавать ажиотаж. Ну давайте жить будем по средствам. Ничего страшного не происходит. Мы пережили столько много перемен. Пандемию, как вы правильно сказали, запасались гречкой, средствами гигиены и все, что не попадя. И тогда успокаивали, всегда говорили, что цены вернутся обратно. Вернулись. Стали жить спокойно. Ну, видимо, это ни о чем нам не говорит, и жители учатся на своих ошибках. Поэтому будем жить дальше. Ну, значит, в первую очередь, каждый из нас должен воздержаться от соблазна закупать товары впрок. Но ведь скоро закроется ледовая переправа. Хватит ли товаров на всех?
Я хочу сказать, что, конечно, хватит. В этом году как никогда очень хорошо оперативно сработало правительство. Вот как никогда. Они сделали госрезерв. И тот товар социально значимый, который был предназначен для Арктики, уже завезен. И даже то, если вдруг будет трудное время, товар уже здесь. Не будет дефицита. Это во-первых. Во-вторых, сами предприниматели, которые крупные ритейлеры, они уже тоже заказали дополнительные вагоны. Я думаю, об этом может сказать Ольга Альбертовна. И они уже на подходе. И если раньше у нас были огромные претензии к железной дороге, к российским железным дорогам, и к Аяму особенно, да, то в данный момент мы, отработав с Минтрансом и Минпредом, мы нашли общие точки взаимодействия, и уже сами предприниматели с помощью Минтранса искали свои вагоны, которые застряли там на ветках. Мы знаем прекрасно, что в данный момент нет зеленой ветки для наших товаров, особенно социально значимых. Их вытаскивали из тупиков, и они стали подходить на прошлой неделе и будут подходить на будущей неделе. Мало этого, уже принято решение о том, что именно переправа, если раньше она была ажиотажная и очень большие деньги закладывали за перевозку, то сейчас опять-таки правительство решило помочь с помощью договоров уже и капитанов судов, да, и тем более с МЧС. МЧС предоставит промышленные, тяжелые уже хивусы для перевозки социально значимых грузов. Как представитель оптового бизнеса я хочу заверить всех жителей нашей республики, что сахар будет. Он действительно будет, и цены будут стабилизироваться. Конечно, был очень большой скачок, но сейчас мы будем откатываться к нормальным позициям. К тому же уже на уровне государства начинается проверка завышения цен от производителей на этот вид продукта. И что сейчас произойдет? Почему вот я опять-таки призываю не закупать сейчас продукты впрок, а брать только то, что надо на сегодня, на завтра, допустим. Потому как у нас в Якутске очень большая конкуренция среди предпринимателей. То есть удельный вес предпринимателей на наше население, ну это 1 миллион с лишним человек на всю республику, он достаточно хорош для здоровой конкуренции. То есть вот обычно мы как работали? Кто-то цену снижает, чтобы товарооборот был. Естественно, все остальные также это снижают цену, чтобы привлечь покупателя к себе. Предприниматели Якутии живут на товарообороте. То есть есть два вида ведения деятельности. Это снизить цену, быстрее продать и еще привезти, опять быстрее продать. И второй вид – это поставить большую цену и сидеть на этих больших якобы доходах. Продуктовый рынок Якутии работает только на товарообороте. Что нам и к чему это ведет? К скидкам, к акциям, к дополнительным бонусам, что вы, в принципе, и видите в обычное время. Наши торговые сети, это я хочу дать ответ по поводу торговых сетей Москвы, то, что они поставили социально значимые продукты с 5% накруткой. Наши торговые сети ставят социально значимые продукты, вы наверняка все это видели, и сахар по себестоимости, и масло растительное по себестоимости, то есть совершенно без всякой накрутки. Торговые сети это могут себе позволить, потому как у них очень большой ассортимент, и они на другом товаре они перекрывают. Но факт то, что эти акции, эти товары-паровоз, это называется, это все вернется из-за того, что сейчас будет очень большой объем продуктов. Предприниматели живут на товарообороте, да, и получается как? Если мы сейчас в ажиотаже бросимся, скупим, значит, мешок сахара, мешок риса, так далее, да, то есть потом я месяц еще не пойду за продуктами. А где возьмется этот товарооборот? Совершенно верно. Но не только люди в ажиотаж как кинулись, мы предприниматели тоже, потому как на нас лежит, вот эти, да, на нас лежит очень большая социальная ответственность, особенно оптовый бизнес, по обеспечению продуктами питания нашего населения. Мы сами предприниматели, мы живем в своей республике. Мы здесь живем, мы здесь осуществляем свою деятельность, и, естественно, наши семьи, родные, близкие, нам также их надо обеспечить. И поэтому
мы также немного поддались ажиотажу и закупили товар больше, чем надо. Поэтому, поэтому будет снижение цены. И я так думаю, нам это даст возможность, если еще, не дай бог, какие-то произойдут нехорошие события в России, Якутии это даст возможность все-таки продержаться. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с крупными поставщиками продовольствия. Он обсудил с ними дальнейшие пути работы и возможные меры поддержки. Были озвучены две основные задачи – сдерживание цен и насыщение рынка. Помогут ли меры, принимаемые руководством республики, сдержать цены и избежать дефицита? Да, хочется услышать о государственной поддержке и как это повлияет на карманы потребителей. Ну, нужно, наверное, начать с мер поддержки, принятых уже на федеральном уровне. Вот Ирина Владимировна правильно отмечала то, что сахар – это все-таки биржевой товар, и Россия является одним из крупнейших экспортеров сахарной свеклы, как сырья, так и конечного продукта сахара. И буквально позавчера принято решение на уровне правительства Российской Федерации ввести запрет на экспорт что сахарной свеклы, что сырца, что из конечного продукта самого в виде сахара. Это, я думаю, мера как раз-таки позволит нашим производителям внутри России обеспечить продукцией наши полки, да? Ну, если по-простому говоря. И есть решения, которые принимаются на уровне Республики Саха-Якутия. Вот буквально на этой неделе Фонд развития предпринимательства уже начал выдавать, ну, то есть принимать заявки на выдачу займов. И у нас уже вот первые заявки буквально сегодня начали поступать. Соответственно, займы выдаются под льготную процентную ставку 8% до 5 миллионов рублей сроком на 1 год. Для арктических предпринимателей эта ставка еще снижена, это 6%. И мы планируем, что предприятия торговли смогут тем самым получить доступные льготные кредиты. Кроме того, принято решение по упрощенной системе налогообложения, снижению коэффициента для данных предпринимателей, которые сидят на данном виде налогообложения. Мы снизили эти ставки до минимальных, которые возможны. Это 1% по доходам и 5% по предпринимателям, работающим в системе доходы-расходы. Эти меры, я думаю, позволят в том числе немножко вздохнуть. Вот правильно говорите, наоборот, пополнение оборотных средств и как-то позволит высвободить и перенаправить свои средства, в том числе и на обеспечение закупа опережающего. Это прекрасные меры. Но на этих мерах не только строится в дальнейшем будет вся политика, и экономическая, и торговая. Оно, конечно, вмещает и будет в себя вмещать еще больше и больше, расширяется веер. Я единственное только хочу сказать, это не бесплатная помощь для предпринимателей. Да. Кредиты не бесплатные. Налоги не бесплатные. Да. Мы как платили, так и будем платить. Если будут еще налоговые каникулы, опять-таки, возможно, 6 месяцев мы не будем платить, но потом мы и за эти 6 месяцев, и за последующие будем платить. Это дается только передышка. И поэтому налоги, как платил предприниматель и городу, и в республике, они будут поступать. А что такое налоги? Это у нас бесплатные школы, сады и все прочие социальные блага. Это правильно? Доходы бюджета. Это во-первых. Да. Во-вторых, конечно, очень бы хотелось бы на этом фоне, мы очень долго поднимали вопрос по эквайрингу. Если вы знаете, что у нас в каждой покупке булка хлеба, консервы, либо тот же самый наш сахар, 2% сидят, это эквайринг. С каждой покупки 2%. По карте? С каждой покупки по карте? Конечно. 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 Нет, я к тому, что сейчас многие просто ринулись снимать наличные и ходят уже с наличными. Есть? Очень зря. Очень зря. Почему? Потому что, с одной стороны, для бизнеса это великолепно. Великолепно. Но я говорю, как покупатель, например, в других магазинах, промышленных и прочее, это почему плохо? Но они тоже же имеют определенные бонусы. Правильно? Плохо только для бизнеса. И почему еще плохо? У нас проблема в кассовой ленте. А в каждой покупке, я просто говорю, объясняю для всех, в каждой покупке рубль – это кассовый чек. В
каждой покупке, что бы мы ни брали. Поэтому, если мы обозначаем какие-то проблемы, надо было бы на них обращать внимание. Еще 10 лет тому назад, когда переводили на кассы с термоленты, мы всем говорили, я имею в виду правительству, и говорили, обращались через «Деловую Россию» и другие бизнес-объединения, что у нас в России нет заводов по изготовлению термолент. И сейчас, если у нас термолента закончится, кассовая лента закончится, у нас многие кассы встанут и могут, если не примут каких-то дополнительных мер, многие микромагазинчики, маленькие магазинчики шаговой доступности, они могут просто закрыться. Без касс мы не имеем права работать. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и через пару минут вернемся к обсуждению цен на продукты. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вот вчера выступило с информационным письмом, что у производителей кассовой ленты Российской Федерации, понятно, что у них сырье все равно было из-за пределов импортное, да, но у производителей сейчас ни один завод не остановился, выдача идет, они нам дали конкретные контакты прямые, 3 как минимум заводов во всем регионам. Эти контакты мы направили всем нашим предпринимателям, которые занимаются поставкой ленты для торговли. Я думаю, вот эти вот решения в том числе помогут снизить. И кроме того, мы направили все-таки обращение Мишустину, председателю правительства Российской Федерации, чтобы, налоговая уже это декларирует, да, они не будут штрафовать, если есть случаи отсутствия выдачи чека покупателю. Со стороны предпринимателей не будут штрафовать. И второе, мы все-таки предложили, чтобы вот это техническое решение, вы знаете, некоторые вот второго поколения кассы же есть старые, они же не могут работать без наличия бумаги. Помните? Да, они не включаются. Большинство. Вот второго, третьего они сейчас онлайн еще чек делают, а вот второго поколения, к сожалению, не могут. Чтобы убрать вот эту техническую заминку. И третье предложение, чтобы абсолютно освободить от штрафов. Абсолютно. Именно по закону о контрольно-кассовой технике. Вот такие предложения. Да, это внутреннее. Да, мы предлагаем поговорить все-таки о потребителях наших. Хорошо. Да? Не секрет, что бытует мнение, что предприниматели завышают цены на социально значимые товары. Вот согласны ли вы с этим? На самом деле цены повысили производители. Повысили просто беспрецедентно. То есть, и посмотрите, какая происходит ситуация. Допустим, я не буду говорить, какой конкретно товар, но вот, допустим, я продала товар по 50 рублей, купила его по 45. С 5 рублей я заплатила налоги, аренду, зарплату. То есть и остается еще на дальнейшее развитие бизнеса, что естественно, правильно? Мы же дальше двигаемся. Я его продала по 50 рублей. И следующий закуп получается по 70 рублей. Это я вам еще маленькие цифры говорю. На самом деле и по 80, и по 90 рублей следующий закуп. Вот здесь вот, пожалуйста, посмотрите, какая разбежка идет от цены продажи и цены закупа. Где искать эти деньги? Если говорить по поводу сахара, то буквально на один вагон еще плюсом надо 1,5 миллиона рублей. Это только на вагон. Это только на вагон. И производители подняли цены, не предупреждая заранее. Здесь вообще логично идет. Я сейчас скажу эту вещь, и понятно, что, возможно, потребители, наши покупатели немного возмутятся, но все-таки я хочу этот вопрос вывести на поверхность. То, что предприниматель повышает цену на остаток, это нормально. Так действует бизнес. Это нормально. Сейчас, да, мы увидели от государства поддержку в виде кредитов, но это тоже кредиты, это тоже проценты надо оплачивать. И поэтому мы все предприниматели тоже были в некотором шоке. И вот сейчас вот я очень рада этой возможности спросить у представителя антимонопольной службы, почему не было уделено должное внимание мониторингу цен у производителя. Если нам говорят покупатели, что вы старый же закуп купили по старым ценам, то какая ситуация у производителей? Почему их вовремя не остановили? Спасибо за вопрос. Производились мониторинги по социально значимым продуктам, по их ценам.
Вообще проводилось множество мониторингов, данные направлялись и в центральный аппарат, и в прокуратуру республики. То есть, как бы Можно без уточнить, у внимания... кого происходил мониторинг цен? У конечного продавца? Да, тоже стоит пояснить, что антимонопольный орган осуществляет государственное регулирование в торговых сетях, крупных региональных. То есть не у производителей, а получается Да. у тех, кто продает. Мгм. Да. И даже индивидуальные предприниматели нами не затрагиваются. У нас полномочий нет запрашивать цену у предпринимателей, поэтому мы осуществляем деятельность именно по крупным региональным торговым сетям. На сегодняшний день с центрального аппарата поступило поручение о проверке вообще деятельности всего звена по продаже сахара, оптовой и розничной. В связи с этим были сделаны запросы в торговые сети, по которым у нас имеется полномочия запрашивать информацию. И вот ответы уже поступили. Была сформирована цельная такая целевая картина всего происходящего, вообще состояния. И эти данные были направлены в центральный аппарат. Далее центральный аппарат, он должен, то есть не должен, будет уже рассматривать цепочки, начиная с заводов сахарных и заканчивая потребителем. На каком этапе происходит необоснованное завышение цены, на каком этапе как-то приостанавливается поставка сахара, кто-то, может, задерживает. Ну, Конечно, то есть пока на производителей вообще никакого права нет, и нет понимания, насколько они завышают, Да, сейчас- и контролировать это невозможно. сейчас проверка находится на стадии вообще запроса информации, поэтому говорить о каких-то нарушителях, о каких-то результатах пока рано. Потому что это затянутый, не затянутый процесс, это долгий процесс. А какие большие торговые сети вы проверяете? Например, на сегодняшний день у нас на контроле Айгуль, на контроле Токка, ООО «Тимир», Ну, это только- удачная покупка и вот в таком духе То торговые есть пока сети будут крупные. страдать продавцы, а производители будут повышать цену. То есть логика примерно такая получается. Ну вот поэтому в связи с этим у меня и обращение к нашему населению. Будьте, пожалуйста, немного снисходительней к конечному продавцу. Я уже, в принципе, обращалась в соцсетях к нашему населению проявить понимание к нашим продавцам, к нашим работникам. Они здесь ни при чем. Предприниматели здесь ни при чем. И посмотрите, именно наличие предпринимателей в Якутии, а это очень сложный регион по логистике, по климатическим условиям, это очень сложный регион. Здесь не такая товарооборачиваемость, как, скажем, в Москве с их миллионными населением. И то, что предприниматели здесь ведут свою деятельность, это говорит лишь о том, что об их ответственности, социальной ответственности. Простой предприниматель, который думает только о своем кошельке, о своем кармане, здесь просто не выживет, он здесь не будет работать. Поэтому, пожалуйста, проявите понимание к нашим предпринимателям. Мы обеспечиваем именно тот ассортимент, к которому наши люди привыкли. Вы понимаете, не только то, что там заводы приостановили отгрузку, но у нас и железная дорога перешла на предоплату. То есть вагон еще не выделен, его еще нет. Еще только проплатили за определенный товар, но уже предоплату надо внести за то, чтобы доставили. То есть предоставили вагон, платформу, либо термос и ветку, чтобы она дошла до конечного пункта Нижний Бестях. Так вот, есть откуда-то возможность у предпринимателя достать просто деньги, если они сидят на оборотах? Конечно, нет. Это опять кредит, оборотный кредит, это опять проценты, это опять не получая товара. Надо оплатить, дождаться его, перезагрузить. Цепочка очень длинная. И посмотрите, действительно неправильно все-таки это отлажена работа УФАС и ФАС в целом. Мы начинаем проверять именно те сети, которые находятся у нас в Якутии, в Якутске, не рассматривая цепочку в целом, такая, которая бы, из чего она создается? Это производство, крупный ритейл, железная дорога, переправа, плюс крупный опт, плюс коммунальные услуги. Здесь очень много таких
Ну, составляющих, Звеньев. много составляющих, звеньев этой да, цепочки. звеньев. на которые надо. И здесь, естественно, чтобы отрегулировать ее, ну, конечно, насколько бесполезно взять ее. Бесполезно, это надо вчитываться. И вот именно в этом году, опять-таки, надо сказать огромное спасибо и Госкомцен. Они нас услышали, мы сели за стол переговоров, мы показали все расчеты по НТО, по магазину шаговой доступности и стали рассматривать цены в целом, из чего же они складываются, и торговые наценки. И я думаю, мы услышали друг друга, и это тоже скажется на конечной цене нашего товара. Мгм. Вот по железным дорогам, я думаю, ваш сосед как раз пояснит, Алексей Александрович, есть что ответить? Что касается предоплаты, значит, данные правила действуют уже Давно? Как давно? Давно. Вот смотрите, дело в том, что мы запустили железную дорогу в эксплуатацию в 2018 году. И в этом же году применили тариф 10.01, который действует по сети железных дорог Российской Федерации. А что он Вот. означает? Что он означает? Ну, то, что действует значит, по сети железных дорог по Российской Федерации в любой точке России, оно применимо и к нам. Вот. И, соответственно, на сегодняшний день мы являемся агентами ООО «РЖД», который заключает договора уже с конечными грузополучателями. Вот. Мы от имени РЖД заключаем договора. И, соответственно, в этих договорах прописаны все эти правила. Поэтому это не новинка, то, что вот сейчас вот Ирина Владимировна сказала, это действует уже давно-давно. То есть это с самого Вот. начала Что так было, касается эта цен, предоплата? Ирина Конечно, Владимировна? конечно, да. Я потом да, скажу. Да. Наше тарифообразование, оно регулируется ФАС Российской Федерации. Вот. И ну, 10, тут тарифное руководство 10.01, да, и по значит, распоряжению правительства Российской Федерации было проиндексировано на 2022 год на 5,8%. Вот. То есть у нас такого увеличения нет. И после этой индексации переходного периода, да, с 21 на 22, у нас изменения цены не было. Вот. Что касается значит, конечных переработчиков, тех же вот, предприятий транспортных, которые работают у нас по станции Нижний Бестях, ну, по ним тоже не прослеживается, мы тоже у них запрашивали цены, у них тоже не прослеживается увеличение цен в связи вот с последними событиями. Ну, у них тоже вот есть переходящие росты цен в связи с инфляцией, в связи с ростом цен на энергоносители, фонда заработной платы и так далее. Вот. Ну, а таких вот ощутимых увеличений цен тоже не прослеживается. Вот что я хотел сказать. Что касается завоза, значит, грузов в республику, значит, мы на сегодняшний день до закрытия переправы процесс этот контролируем. У нас, значит, в этом году слаженная работа с ООО «РЖД» для того, чтобы ввести груза своевременно и доставить их до конечного потребителя. Да, вот на сегодняшний день вот по сети ООО «РЖД» и по нашей инфраструктуре на подходе на станцию Нижний Бестях где-то 1650 вагонов. Вот. Вот из них могу сказать, что 150 вагонов — это с продовольствием. А остальное все — это нефтянка, это строительные грузы, контейнера и так далее. Мы все это дело контролируем. Мы также взаимодействуем с Министерством транспорта, извещаем их, что где находится. Ну и, конечно же, постараемся, не то что постараемся, мы сделаем значит, доставку этих грузов до закрытия переправы. То есть у нас все То возможности. есть задержек ресурсы товара есть. нет? Конечно же, да, задержек товара нет. Дело в том, что вот у нас с года в год идет пиковый такой наплыв груза вот перед закрытием, да, переправы. Вот мы пытаемся, проводим постоянно совещания значит, с крупными транспортными организациями, которые перерабатывают и непосредственно взаимодействуют непосредственно с предпринимателями, с получателями, чтобы они сбалансированно отгружали груз западной части России, чтобы не было вот этих вот наплывов груза. Вот на сегодня, в этом году, да, в январе у нас значит, по сети нашей железной дороги, вот 800 километров, было 1454 вагона. На сегодняшний день 2500 вагонов. Разницу чувствуете, да? На 1000 вагонов больше. Вот, то есть вот эта нагрузка есть, но опять же мы включаем все свои ресурсы, то есть прибавляем парк локомотивов, увеличиваем количество поездов, переработку увеличиваем и, соответственно, держим все на контроле. Далее короткая пауза, и буквально через пару минут мы вернемся к обсуждению нашей темы.
С другой стороны, вот именно в этом году, если раньше мы отрицательно относились к Минтрансу за задержки, за нервотрепки, особенно эти переправы, именно в этом году мы нашли общий язык с Владимиром Михайловичем. И на оперштабе скидывали все предприниматели, у которого пропал груз, стоял в тупиках, у кого задерживался груз, и они отыскивали оперативно. Прям по номерам и они вагонов. по номерам вагонов, да, вагонов, прямо где на какой станции они, и они оперативно приходили к нам. Вот буквально на прошлой неделе. Я бы хотел тоже прокомментировать данную ситуацию. Дело в том, что на сегодняшний день просроченных таких грузов нету, но и ажиотаж, конечно же, создается. Да, каждый пытается привезти быстрее, вот, но есть для этого, конечно же, какие-то нормативные сроки, возможности транспортных компаний и так далее. Это все тоже нужно предусматривать. Вот. Значит, я опять хотел сказать, что вот на сегодняшний день наплыв груза идет такой, что он будет пиковое значение в конце марта. Он у нас начался в конце февраля и в начале марта, да, и пиковое будет в конце марта. Мы пытаемся все это сбалансировать, своевременно, так сказать, подать под выгрузку, ну и, соответственно, чтобы это все было доставлено через реку Лена уже до конечного потребителя. Сейчас, вот вы правильно отметили, сейчас пиковые нагрузки будут, да? И в эти дни предпринимателям тоже нужно быть мобильными, 24 часа на 7. Да. С предпринимательским Да. сообществом, конечно, через вот эти транспортные компании, с которыми они заключают договора, мы тоже ведем диалог, вот опять же, со своими транспортными компаниями, чтобы предприниматели своевременно принимали. Разгружали. У вас есть бывают такие возможность сейчас моменты, да. обратиться к ним. Да, вот, да. Поэтому я бы хотел ко всем предпринимателям обратиться, чтобы они своевременно принимали груз. Но я думаю, что это в их же интересах, Конечно. чтобы пока переправа стоит, груз был И доставлен. днем, и ночью. Конечно. Глава нашей республики Асен Николаев 16 марта провел совещание по социально-экономической стабильности республики. Он озвучил конкретные задачи для руководителей, общественных лидеров и каждого жителя Якутии. В том числе прозвучали конкретные меры по обеспечению продовольственной безопасности. Давайте посмотрим отрывок из его выступления. Не допустить ощутимого снижения уровня жизни людей – также наша главная задача, которую мы должны решать, не кивая ни на какие обстоятельства. В этой части один из важнейших вопросов – это обеспечение продовольственной безопасности. На сегодняшний день в республике обеспечен запас продовольствия более чем на 3 месяца. Правительству также поручено мною обеспечить запас по ряду важнейших продовольственных товаров на год вперед. Активно пополняются государственные запасы, выработана единая логистика завоза муки, птицефабрики, якутский хлебокомбинат, другие предприятия пищевой промышленности также получат средства для ускоренного закупа сырья. Для поставок и запаса продовольствия в арктические труднодоступные районы Якутопторг получит субсидию в размере 208 миллионов рублей. Для обеспечения продовольственной безопасности также принят ряд быстрых решений. Во-первых, это поддержка предприятий оптовой торговли. Им будут субсидироваться часть процентной ставки для получения льготных займов под 8% годовых. На эти цели направлено 150 миллионов рублей. Это позволит предприятиям не повышать цену и сейчас под будущие гарантии уже закупа товара. Также 150 миллионов рублей выделяется на гарантии для обеспечения кредитов предприятий торговли. Все эти меры поддержки целевые и должны быть обязательно привязаны к соблюдению торговых надбавок на социально значимые продукты питания. Ну, то есть мы все увидели, глава подчеркнул, что только совместная, слаженная работа приведет к исполнению поставленных задач. Ежедневная кропотливая работа ждет вас всех. Вот готовы ли вы к этой работе? Ну и вообще, как Нас вы считаете, всех, да? можно сказать. Да, ну и нас всех, наверное, да. Ну и какие вы видите, каким вы видите свой план в обеспечении продовольственной безопасности? Вот если вот с нашей стороны говорить, те решения, которые приняты главой, они, конечно, беспрекословно исполняются для того, чтобы обеспечить слаженную, как раз-таки комфортную и стабильную работу наших предпринимателей. Как планируется работа в этом направлении? Вы уже сказали о том, что цепочку как бы расширили, да, для проверок. Как вы считаете, скажется ли это вообще на снижении цен и снизятся ли цены на продукты? Да, конечно, безусловно, проделанная работа, ее результаты должны будут повлиять
на текущую обстановку. Все-таки проверка всех звеньев — это все-таки большая работа. Ну, я правильно поставщиков. понимаю, что это вы вот сейчас на примере сахара это сделали, но вообще, в принципе, вот поменяется подход, да, в целом на социально значимые продукты? Или вот только сахаром пока это и ограничится? Пока у нас поручение по сахару белому, поскольку ажиотаж вызвал. А завтра будет ажиотаж на значимый. гречку, будете также начинать А проверять сколько гречку? времени примерно займет эта проверка всех звеньев? По сахару, только по сахару. Так, ну мы уже, территориальные органы всех регионов уже направили свои результаты по запросам информации, и далее уже ждем ответа от ФАС России непосредственно по обращениям, Да, по граждан. обращениям скажите, сколько уже? Действительно, у нас запущена горячая линия Якутского УФАС. Контактная информация размещена на сайте Якутского УФАС, на официальном сайте. Каждый день поступают обращения по социально значимым, но особо хотелось бы отметить такие продукты, как, конечно же, сахар, крупы и масло сливочное, растительное. И, конечно, Какие цены могут быть максимальными вот на эти продукты? У вас есть информация? Могу такой я сказать? информации не Информация. владеем, да. Есть только торговая надбавка. Да, есть торговая надбавка надбавке, да. на определенные социально значимые продукты питания. Эта торговая надбавка, я хочу сказать, мы никогда не доходили до крайнего верха. То есть, грубо говоря, цена производителя и цена на полке ставит торговую надбавку там 57%, 50%. Туда уже включено логистика, переработка, разгрузка, хранение, налоги, зарплата и т.д. т.п. Финансово-хозяйственная деятельность, та же чековая лента, которая выросла в 8 раз. Все туда мы должны вместить, и плюс еще какую-то прибыль все-таки оставить для предприятия, для самого предпринимателя. Но чтобы эту торговую надбавку контролировать, в первую очередь необходимо контролировать всю цепочку. Просто мне еще раз, у производителя, у поставщика, мы для них не так интересны, как средняя полоса России. У нас 1 миллион всего жителей. Здесь мы, и, кстати, очень часто, отправив деньги, мы не получаем вообще ничего. Вообще ничего. В этом плане предприниматель не защищен. И вот когда такие кризисные ситуации появляются, допустим, в начале пандемии, да, многие предприниматели отослали деньги и не получили товар, потому что появляются мошенники и начинают предлагать на ушко, типа, мы тебе на рубль дешевле дадим. 50 копеек с вагона – это очень много. 20 копеек с вагона – это очень большая, хорошая скидка. 50 копеек рубль, да, и то есть вот когда появляются такие мошенники, вроде цена реальная, да, а вроде нереальная. Мы, естественно, рискуем, мы оплачиваем, мы остаемся без ничего. Я лично в 2015 году так нарвалась на мошенников, я ничего не получила. В этом случае я вижу выход какой? Во-первых, это, конечно, все должно делаться на государственном, федеральном уровне. Это создание определенного банковского продукта типа счетов эскроу, когда деньги уходят со счета покупателя, но не доходят до счета поставщика. Пока он не до не исполнения предоставит условий товар. договора. К чему это приведет? Мы, предприниматели Якутии, мы можем смело обращаться к любому поставщику, мы можем сбивать цену. Послушайте, да? Сбивать цену. Сейчас мы работаем только по тем ценам, которые они нам выставят. Потому что нам важно завести товар до закрытия переправы, нам важно накормить людей. Они этим пользуются, завышают цену и говорят, извините, пока ничего поделать не можем. Вот. То есть создание вот определенного банковского счета. И самый главный второй этап – это именно узаконивание таких расчетов на федеральном уровне, хотя бы для нашего региона, снимет огромную проблему именно по цене. Дорогие гости, сейчас предлагаем, наверное, коротко подвести итоги нашей беседы. Всем по очереди. Скажите, чего нам всем ожидать, чего ожидать потребителям, будут ли расти цены? Вот ваши прогнозы и как действовать дальше, как нам дальше жить? Вы знаете, и ассортимент будет, и цены войдут в колею. Единственное, надо выждать совсем немного. И поверьте моему опыту, я работаю в торговле 47 лет, это большой срок. Ничего страшного нет, когда вот бывают такие ситуации. Просто надо переждать и дождаться окончания переправы, дождаться лета.
дождаться ИСЭХ, и все будет Спасибо. хорошо. Да. Мне бы тоже хотелось со своей стороны сказать, что нашим дорогим телезрителям не стоит подвергаться такому ажиотажному спросу и бежать и закупаться впрок. На самом деле на розничной полке, в розничных сетевых магазинах, да, запасы имеются. Соответственно, нужно, правильно говорит Ирина Владимировна, немножко подождать, и цены войдут в свою колею, мы это привыкнем. Но нужно понимать, что вот эти введенные внешние экономические санкции, они, конечно же, будут долго для нас. И, соответственно, мы уже должны привыкать жить в новом мире, в экономическом плане. Соответственно, любой кризис — это возможности. Рассматривать это как возможности, особенности нашим предпринимателям. И хотелось бы отметить бдительность наших граждан, которые направляют нам обращения, обращаются на горячую линию, сообщают о всех фактах завышения цен. Как мы сегодня узнали, что есть и добросовестные Их предприниматели, и могут быть и какие-то мошеннические, да, поставщики, действительно. И поэтому призываю наших граждан сохранять такую же бдительность и не поддаваться всеобщей панике. Ну, и я бы тоже хотел присоединиться к коллегам. Хотел бы обратиться к предпринимателям, что мы, как железнодорожники, весь груз, который они везут в республику, завезем. Вот. И хотел бы присоединиться тоже к коллегам и сказать, что необходимо закупаться впрок. Вот. Ну и нам, всем предприятиям крупным, необходимо консолидироваться, поддерживать тот уровень услуг, который мы на сегодняшний день оказываем, ну и даже улучшать их. И что происходит на данный момент? Мы уже выработали свой план действий, свою стратегию. Вот лично я успокоилась. Я также вижу, что мы постоянно на связи и с правительством, и с Минпредом, нашим непосредственным министерством. Айсен Сергеевич, он нас слышит, он всегда также с нами на связи. Я вот на данный момент могу сказать, что вообще как бы не сторонник говорить, все будет хорошо, успокойтесь, да. На данный момент вот у нас есть уже план действий. Это самое главное. Я знаю, что на данный момент у меня идут груза, как и у моих коллег. Очень много. Я сейчас, честно говоря, уже больше думаю над тем, до какой степени мне скинуть цену, да, сколько поставить скидочку, да, чтобы уже опять начать продавать. Потому что рынок, допустим, уже сахаром насытился, скажем так. Да? То есть мы сейчас уже думаем в своем рабочем ключе. Мы не просто говорим словами, что все будет хорошо, мы работаем для этого. Наша общая задача – это достойно принимать все вызовы времени, выстоять и, более того, найти, как увидеть какие-то новые возможности для развития. В начале программы мы показали полку с объявлением об ограничениях, что полка полупустая. Ну и наша общая задача – стремиться к жизни, где нас ждут другие богатые полки с продуктами уже собственного производства, о чем сказал Максим Михайлович. Ну что ж, спасибо нашим гостям за участие в программе, за разговор на такую непростую тему. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» завершается. Следите за выпусками нашей программы. С вами был я, Сергей Михедов и Ирина Ефимова. Смотрите «Якутия Лайв» и оставайтесь с нами.